нашу улицу загазили все, и мы живем теперь как отшельники. Это улица Повстанческая Кировского района. Здесь 5 лет назад выросли многоэтажки. Остались лишь несколько частных домов. Дильшат Бариева живет здесь 42 года и наблюдает, как территория превращается в свалку. А сейчас у нас пошло 2 года тому назад, чтобы сносить. Стали риэлторы ходить. И вот мы тоже уже думаем, все, наконец-то тоже для нас будет светлая полоса, наконец-то живем как люди. Но и нас забросили. Вот эти 2 дома купили, не разобрали, ничего. Осенью прошлого года отсюда съехали жильцы. Кому они продали недвижимость, неизвестно. А теперь повсюду бутылки, строительный мусор, разбитые стекла. Соседствуют они с новостройками по Баруди. Контраст очевиден. Уже даже приезжают «Газели», которые просто останавливаются и выбрасывают свой мусор из «Газели» сюда. Нервы не выдерживают. У многих у нас в домах очень много маленьких детей. Сама видела, как сюда ходят дети играть. Из других домов, по крайней мере, точно. Местные жители недовольны не только тем, что эти дома фактически превратились в свалку. По их словам, зимы этого года в них проживают граждане без определенного места жительства. Вероятно, это кресло кого-то из них. Незаконных жильцов мы застали в доме во время съемки. По словам местных жителей, они здесь выпивают, шумят и пугают окружающих. Часто происходит возгорание. За 10 дней пожарные приезжали дважды. Видишь, из окна дым идет. Вон скорая помощь приехала. Мы обратились в администрацию Кировского района. Там заявили, дома находятся в частной собственности, поэтому снести их не могут. Обещали убрать мусор на дороге и решить проблему с гражданами без определенного места жительства. Содержание частной собственности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации лежит на самом собственнике. Что касается мусора, который находится перед этими участками, администрации в ближайшее время будет проведена уборка и вывоз данного мусора с данной территории. Кому собственники продали свои дома, нам узнать не удалось. Их контактов у соседей нет. С 1 марта этого года Росреестр частные данные о владельцах участков не выдает. На место мы вызвали инспекторов Минэкологии. Собственника пообещали найти и выписать ему предписание. После уточнения собственника земельного участка будет выдано предостережение со сроком устранения 60 дней виновному лицу. Под свой контроль дело взяла административно-техническая инспекция Казани. По указанной территории в управление административно-технической инспекции поступили обращения. Они взяты в работу. Сейчас устанавливаются обстоятельства и собственник земельного участка. В дальнейшем собственникам будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения правил благоустройства. Если собственники в течение 2 месяцев не уберут мусор, власти подадут в суд. В этом случае нарушители ожидают штрафы и требования привести участки в надлежащий вид. Алена Струминская, Вадим Ларионов, Даниил Филатов, ТНВ, Казань.